Сегодняшнее послание президента Федеральному собранию можно считать всеобъемлющим и программным. Все блоки выступления упорядочены и предельно конкретизируют приоритеты текущего и перспективного развития всех сфер государства, важные внешнеполитические ориентиры. Практически во всех блоках выступления Путина прошла сквозной линией мысль о том, что Россия – это огромное многонациональное государство со своей великой историей, суверенной политической судьбой, которая складывалась из культурной мозаики и политической судьбы многих народов. Как любое государство, Россия должна защищать свою территорию, культуру, ценности от внешних угроз. И это обязывает каждого гражданина, это формирует его чувство достоинства, это формирует его как личность. Важный акцент был сделан на образовании. Стратегическая задача – вывести образование на качественно новый уровень, где наука со школьной скамьи будет играть важную роль, а в высшей школе готовить высококвалифицированные кадры, создавать необходимые условия для роста настоящих ученых. Наш университет в этом плане не исключение. Мы создаем и будем создавать необходимые технические, материальные и другие условия для развития студенческой науки, для развития в целом университетской науки. Также Путин отметил о тех важных, серьезных изменениях, которые требует современность от высшей школы и в целом от образования. Значит, это определенный и очень выверенный синтез традиционной советской школы, средней школы, высшей школы с теми достижениями, которые приобрело образование в целом в мире. Речь, конечно, идет о синтезе и европейской традиционной болонской системы, и нашей системы, российской, советской системы, то есть специалитет. Мы будем повышать требования к нашим преподавателям, как в целом идет работа по повышению требований к качеству образования и к качеству и к многообразию форм студенческой жизни в университете.